Эжвинская городская поликлиника. 8 утра. В коридорах около 3 десятков доноров. Они кровь сдают постоянно. Об акции узнали из СМС-рассылки. Новичков или тех, кто давно не приходил на сдачу, практически нет. Об акции они просто не знают. Поэтому через пару часов работы коридоры опустеют, и оставшееся время медики будут ждать. Скорее всего, напрасно. Переместиться в помещение специалистам пришлось после поломки передвижного комплекса забора крови. Для его ремонта надо заказывать запчасти импортного производства, порой эксклюзивные, а это дорого и долго. Теперь понятно, что еще и чревато. За 3 месяца простоя количество доноров в той же Эжве упало почти в 2 раза – с 60 до 35. Если стоит красивый комплекс, который виден далеко, то есть люди обращают на него внимание. И, то есть помимо постоянных доноров, мы еще имеем доноров, которые просто проходя мимо увидели комплекс, зашли, поинтересовались, сдали кровь. Могут даже не в этот день сдать кровь, а, допустим, узнать, когда следующий день донора, подготовиться и прийти сдать кровь. То, допустим, сдавая кровь в поликлинике, другие посторонние люди дня донора не видят. Между тем, так называемая красная кровь, то есть гемоглобин, эритроциты, тромбоциты и цветовой показатель нужны всегда. Срок ее годности всего 30 дней, а значит, запасы должны пополняться регулярно. К тому же впереди длинные мартовские выходные, 4 дня, и их тоже нужно обеспечить. А как это сделать без доноров? Сами они, кстати, ждут возвращения в строй передвижного комплекса. Потому что не надо ехать в город сдавать. По мне так это удобно. Специалисты выездной бригады тоже ждут возвращения в привычные стены на колесах. Поликлиники, конечно, предоставляют кабинеты, но они всего лишь приспособлены для забора крови, а комплекс для этого создан. Да и число доноров, надеются, снова вырастет. К слову, заработать передвижная станция должна в марте. Ну а пока выездные дни донора по-прежнему будут проводить на базах городских и районных поликлиник. Светлана Некрасова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Эжвинский район.